с вами телепередача «Пропеллер». Всем привет! Привет! Эй! Палки, я только села удобно. Первый наш сюжет посвящен КВНу, недавно прошедшему. Ну, это уже который сюжет про КВН, который ты снимаешь? Третий. Третий. И что изменилось за все это время? Ничего. Качество команд. Лайтовенько, да. Миша играет в команде КВН страшно красивый. Да вообще, не то чтобы играть, мы просто пришли веселиться. Вспомнить старое. Третье место, да? Второе так-то. Но у вас не создается такое впечатление, что КВН немножко теряет позиции? Не то чтобы КВН теряет позиции молодежь, которая больше этим особо не интересуется и не относится к этому как-то серьезно. Но когда только начинали играть, это был далекий 2008 год, мы каждый день собирались после учебы, каждый день писали, просто моросили, штурмовали. Сейчас некоторые не знают даже, что такое штурмовка, то есть на лесочках там сидеть по кругу, там, этим никто не пользуется, просто это куда-то улетело. Сейчас команды на самом деле-то в основном играют, которые давно на сцене. Как ты к этому относишься, что там уже ветераны, по сути дела? Они играют для своего удовольствия. Я играю для своего удовольствия, потому что когда-то я подружился с КВНом, я не могу без него сейчас. Я из этого не выйду, думаю, вот до самой смерти все равно. Буду старый сидеть где-нибудь за кулисами и смотреть просто мои года и закрывать шторку, короче. Просто как-то участвовать все равно. Дамы и господа, Михаил Кириллин. Предан своему делу. Я. Всем привет! Сегодня мы находимся на 1/4 финала региональной лиги КВН Якутия. Итак, давайте узнаем у наших зрителей, за кого они пришли поболеть. За кого ты сегодня пришел поболеть? В принципе, не знаю список команд, я просто пришел хорошо провести время и посмеяться. Привет, я пришла просто посмотреть. За кого вы пришли болеть? За Жору. Я знаю, что играют мои друзья, в каких командах нет. Ну, я здесь охранник просто. Жора, привет. Ты победишь сегодня? За кого вы пришли сегодня поболеть? За свою команду, в которой я играю. А записки с голубками все летят ко мне со стройки. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Со своим кентом по стройке иногда в WhatsApp общаюсь. Оказалось, это больно, стройка. Я скучаю. Назови мне, пожалуйста, песню, которая могла бы стать неофициальным гимном якутского КВН. Раз, это Харбаз. Гимн, ну, веселый, находчивый и клуб. Нам нужно сюжет снимать, уже и КВН начинается. Ну, девушка. Дай неофициальный гимн КВН. Пожалуйста. Кухня Саха. А готовил все Эдил, Фарух и Жиргалбек, Талгат, Эмир, Бек, Кульжик, Асхан и Кумушбек. Готовил в Кёрчик нам Шади Арбек, Хан Кубанчинбек. Блюдо любимое мое. 3 вещи, за которые можно любить якутский КВН. Там играют друзья. Виталий Борзенков. Смешные шутки. Там Жора играет. Виталий Щукин. Это весело. Мы часто сюда ходим, здесь много интересного. Итак, давайте представим. Продавец секс-шопа решил ограбить банк. Сын директора школы пришел домой. Папа, я 5 получил! О, молодец, сынуля, моя школа. Вот и подошла к концу игра. Чаще ходите на КВН и улыбайтесь. Всем пока! А наш второй сюжет посвящен такому интересному мероприятию, как CGI-конференция. Почему он постоянно так делает? Кэп обычно так делает тому, кто не в курсах, что тем. Типа, поняла? Я когда-то хотел этим заняться. Где-то скачал бесплатную программку. Не факт, что она бесплатная была. Материалку скачал, посидел год.
Посидел год, сделал один квадратик, который просто прыгал, и потом, ладно. Мы с Мишей ровесники, мы помним, когда вот был только расцвет флеш-анимации, все качали и пытались сделать мультики, флеш-игры. Как Масяня. Ты хотела стать дизайнером? Да, ну вообще я родилась в семье 2 дизайнеров. Один дизайнер рекламы, другой интерьеров. В итоге меня с самого детства, ну не с самого детства, учили программам на 3D Max делать эти всякие фигурки. И? Я слушала, и мне было забавно, как он год делал кубик. Я утрировал, я ее сделал за 15 минут, не надо. Сейчас даже дети этим занимаются, робототехникой и так далее, да? Я максимум в детстве что делал? Из железного конструктора строил себе машинку. Я куличики лепил из песка. Я песок ел еще. Что за детство у меня было? Сейчас дети занимаются, всякие роботы строят, а я ел песок, блин, и лазил по домам. Ну. Михаил по Кириллин, домам? исповедь. Зато у меня было счастливое детство. Недавно прошла первая в Якутске конференция по 2D и 3D-графике CG EKT Event. Здесь собрались все те, кто профессионально связан с компьютерной графикой или просто интересуется цифровым искусством. Основная цель данного мероприятия – собрать CG-сообщество у нас в городе Якутске, развивать его, продвигать его как-то. Художники, они же такие достаточно замкнутые люди. Нам необходимо, чтобы они общались. Мы хотим показать, что это есть. Очень популярно. Мы движемся в сторону развития всего этого. Все лекции сделаны не только для профессионалов. Там же можете встретить лекции для начинающих именно по 2D, по 3D-графике. Художник, который просто интересуется, может прийти и научиться чему-то новому. На протяжении всей конференции проводился конкурс спидпейнта. За 20 минут участники должны были нарисовать персонажа для игры Seeker's Notes, разработанной якутской компанией Майтона. Нужно было нарисовать помощника-искателя. Магического, механического или живого человека. Сначала кажется, что это очень просто, а потом, когда садишься и осознаешь, что у тебя только 20 минут, там, да, уже руки трясутся, уже не знаешь, короче, задание дали, и такой думаешь, что рисовать? Я вначале начал просто пятно рисовать, а потом постепенно, как бы, такой собрался с мыслями и нарисовал по заданию. Ну, во-первых, было очень необычно, так как там представлены планшеты Wacom Cintiq, и рисовать сразу на экране получается очень непривычно. Было довольно необычно и интересно испытать такой новый опыт. Большинство художников из множества графических редакторов предпочитают Photoshop. Во-первых, он многофункциональный. Можно на 360 в сфере рисовать и анимацию делать. И, в общем, у него очень обширные возможности. Я в школе, в общем, случайно совершенно познакомился с 3D Max, потом узнал про Photoshop, начал рисовать в Photoshop мышкой, потом узнал про планшеты, короче, все так вот постепенно. Потом начал просто рисовать карандашами, ручками. И в школу художественную записался, и как бы там так все по нарастающей, в общем, все было. Основной конкурс был объявлен заранее. Участники создавали персонажа, воплощающего Якутию в эпоху IT. Победителем конкурса стала Черепанова Саргылана. В конкурсе по спидпейнту одержал победу Петров Аян. Хотим, чтобы CG-искусство было популярно среди молодежи, чтобы художники, которые рисуют на холстах, на бумагах, кисточками, перешли на такое вот искусство. Художники устраиваются в таких компаниях, как у нас, разрабатывая мобильные игры и находят у нас свои какие-то ниши, развиваются. CG EKT Event собрал почти 150 человек, увлеченных CG-искусством. В будущем организаторы планируют провести конференцию еще раз. Ну а теперь наша любимая постоянная рубрика «Кулинария». В этот раз мы решили приготовить десерт. Не знаю, как вы, я очень люблю десерты, очень люблю сладкое, не могу без этого жить. Ой, я тоже, по мне видно. На самом деле плохо разбираюсь в десертах, потому что я их особо не ем. Раз в месяц ем шоколадку. Я просто хочу мясо, я каждый день ем мясо. Для меня, в принципе, чизкейк необычный десерт. Хлеб с маслом и сахар. Вот это был десерт детства моего. Ну, твоего детства был десерт. Ты и песок ел, знаешь. Что касается самого необычного десерта, который я пробовал, это была соевая лапша со вкусом зеленого чая под мороженым. Вот это действительно странная ерунда. Подожди, это ты сам сделал или тебе так подали? Ну, а мы просто решили прийти к нашим друзьям, посоветоваться с ними, какой десерт лучше приготовить, и показать нашим зрителям, как же лучше его приготовить, как это делают настоящие профи. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня в гостях у шеф-повара Дениса Мифтахова. Здравствуйте.
Какой десерт мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить шоколадные брауни. Брауни – традиционный американский десерт, то ли пирожное, то ли бисквит. Ну да, изначально он был пирогом. Я сделал в своем виде, в виде кексиков. Название произошло от цвета. Еще такой интересный факт, что часто связывают с домовыми, потому что брауни – традиционно в британской мифологии это домовые. Что нам понадобится для приготовления брауни? Нам понадобится шоколадная глазурь, не менее 40% жирности, сливочное масло, яйца, сахар, мука, ванилин. Ну и для украшения бисквитная крошка, орехи кешью, ягоды физалис и коктейльная вишня. С чего мы начинаем? Будем растапливать на водяной бане шоколад и масло сливочное. Соединим шоколад со сливочным маслом. Поэтому уже видно, что десерт обещает быть калорийным. Небольшое количество воды, чтобы она не полилась у вас. Нам надо, чтобы он немного остыл. Начинаем делать тесто. Сначала взбиваем яйца с сахаром до устойчивой пены и немножко соли, щепоточку. Если у вас дома есть такой миксер, это хорошо для вас, а если нет, то подойдет обычный миксер. Очень крутой миксер, многофункциональный. Работает так же, как фрезеровочный станок. Да. На самом деле нет. Можно даже колбаски делать. Сейчас добавляем муку. Добавим ванилин, глазурь. Удобнее делать в миксере, потому что надо одновременно вливать тонкой струей растопленную глазурь, чтобы тесто не свернулось у нас. Так, все, у нас масса готова. Теперь берем силиконовую форму. Сбрызгиваем маслом. Наливаем не полные формочки. Оставляем где-то пол-сантиметра до края, потому что у нас будет он подниматься. Теперь осталось только запечь это все. Запекаем при температуре 160 градусов 20 минут. Украшаем крошкой бисквитной. Мы заранее растопили шоколад, только уже без сливочного масла. Он идет у нас как соус. А вот так как мы в ресторане, помните, да, что... Да, подача будет такая. Тарелка должна быть очень большой. Посыпаем орешками дроблеными. Украшаем этот физалисом и коктейльной вишней. Все, наш десерт готов. Дорогие друзья, вписывайтесь в комментариях, какие у вас получились вариации брауни. Мы будем ждать. Спасибо большое, Денис, за то, что сегодня пустил вас к себе на кухню. Всем пока! А на этом наша передача, к сожалению, заканчивается. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ставьте лайки. И всем до свидания. Пока. Всем пока. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭН. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.